школах республики удалось полностью ликвидировать трехсменную форму обучения, а двухсменка сократилась более чем на четверть. Об этом глава Ингушетии Узбек Евкуров доложил президенту России Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Подмосковье. Здесь также обсуждалось социально-экономическое положение в регионе в целом. В частности, руководитель субъекта подробно доложил об экономических показателях и развитии сферы здравоохранения. Благодаря в том числе введенным в эксплуатацию новым объектам детская смертность в республике сократилась в 2 раза. Валовый региональный продукт вырос на 1,7%. По индексу промышленного производства Ингушетия находится на 7-м месте по России и на 2-й позиции в целом по СКФО. Одна из важнейших задач на протяжении предыдущих многих лет заключалась в создании новых рабочих мест. С учетом демографической составляющей, с учетом состояния рынка труда. Давайте с этого начнем. Как мы обстоим? Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2017 года у нас есть позитивные изменения, в том числе, как вы сказали, по снижению, да, небольшие, но все равно это по тем прогнозам, которые у нас есть, они дальше будут лучше. Почему? Потому что вновь построенные, в том числе экономически важные объекты, они уже становятся уже на крыло и начинают уже давать результаты. Вы на правительстве обсуждали тему по газомоторному топливу. Весь общественный транспорт республики уже 1,5 года работает на газомоторном топливе. Это очень хорошо. Мы специально заказали на Нижегородском заводе именно переоборудовали на газомоторное топливо. И с помощью Роснефти мы в этом году начинаем строительство 3 газовых еще новых заправочных станций. Как-то мне задавали вопрос по собственным доходам. Многие школы, садики построены, в том числе за счет собственных доходов. Но у нас больше эти деньги, доходы идут на содержание объектов. Я там показывал, что только на содержание объектов здравоохранения почти 1,5 миллиарда рублей уходит. Высокотехнологичное направление. Есть что содержать. Да, есть что содержать.